Среда, 5 октября, 6 утра. На пульт пожарной службы получен сигнал. Начался очередной этап командно-штабной тренировки. 20 минут спустя рядом с управлением собирается весь личный состав в полной готовности. Личные жетоны, удостоверения. Приготовить к осмотру. Экипировку сотрудников проверяет руководство местного МЧС. С собой у каждого противогаз и тревожный чемодан, в котором есть все необходимое – продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены. После сбора весь личный состав выйдет в пункт временного размещения, расположенный в зоне возникшей ЧС. Как долго спасатели там пробудут, неизвестно. Норматив прибытия личного состава в нерабочее время – это 1,5 часа, в рабочее время час. Соответственно, прибытие офицерского состава – это в рабочее время 20 минут. Наше управление в эти рамки укладывается. Так что в течение 20 минут мы сможем собрать всех офицеров управления и, соответственно, через час при сборе личного состава мы сможем выдвинуться к месту аварии. Согласно вводной, авария произошла на одном из заводов РФЯЦ-ВНЕФ. Возможен выброс радиации и возгорание. Уже в 8:00 пожарные расчеты и спасатели прибывают во временный лагерь. Здесь уже установлены палатки, налаживается работа полевой кухни. Видим, в принципе, быт, по крайней мере, пытаемся наладить. Такое грандиозное событие у нас первый раз, наверное, за всю историю управления. Вот что сможем. Потом будем учиться на собственных ошибках, на своих ошибках, которым сейчас, я думаю, все равно допустим, потому что первый раз. По какому сценарию будет развиваться чрезвычайная ситуация, никто предсказать не может. Это на учениях все регламентировано временем. В реальности на устранение аварии порой уходят дни, а иногда и недели. Поэтому и временный лагерь должен быть полностью оборудован. Выполнение задач не всегда связано от 8 и до 12. Все-таки задачи бывают разные. И чем больше задач, тем дольше, соответственно, нужно необходимое временное пребывание именно всего личного состава, то есть чтобы было достаточно сил и средств для выполнения задачи. В лагере около 300 человек спасателей и 7 пожарных расчетов. Все готовы в любой момент приступить к ликвидации последствий аварии. Поступает сигнал, что на объекте произошло возгорание. 7 бригад выезжают на тушение. Остальные – резерв, который выйдет на замену работающим бригадам. Чтобы не терять время, в лагере проводят стандартные тренировки. Чуть более 20 секунд на то, чтобы надеть боевое обмундирование, еще 5 секунд на противогаз. Данные учения помогают нам постоянно поддерживать себя в тонусе, в постоянной готовности. То есть быть готовым к любой ситуации. Не солено, еще надо солить. Чтобы спасателям хватило сил для борьбы с ЧС, развернута полевая кухня. В меню гороховый суп и гречневая каша. Дежурить на этом посту не менее важно, чем участвовать в ликвидации аварии. Весь день у раскаленной печи готовить обед для сотен человек под силу только настоящим спасателям. Подкидываем дрова, и нагревается здесь плита. Мы только поддержим ее здесь, эту плиту, чтобы она была горячая. Вот сейчас у нас одна только здесь работает, вторая у нас там поддерживает. Как наподобие комфорки дома также. Убавили, прибавили. И тут также дрова подкинул, поддержишь, чтобы огонь был, и все здесь. В учениях принимают участие военные. Они развернули пункт дозиметрического контроля, на котором по возвращении с ЧС обрабатывается вся участвовавшая в тушении пожара техника. Спасатели также проходят досконтроль, сдают форму, которая будет утилизирована, получают новую одежду. На данных учениях все вводные отрабатывались в реальном режиме. И личный состав учился, как правильно это все выполнять. Думаю, что все прошло у нас достойно. Учения показали, что саровские пожарные готовы к ликвидации ЧС любой сложности. Работа на всех этапах оценена высоко. Отметим, командно-штабные тренировки по гражданской обороне проходят в эти дни по всей стране. Во всероссийских учениях задействованы 40 миллионов человек и 50 тысяч единиц техники. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, служба новостей Саров 24.